Уйгурский турок Абдувели Абдурахман, получивший медицинское образование в Южной Корее, 10 мая 2023 года отправился в Гонконг, чтобы навестить друга. Однако в тот же вечер он исчез после того, как отправил текстовое сообщение своему другу о том, что его допрашивала китайская полиция по прибытии в аэропорт. Друг придал огласке исчезновения Абдувели после того, как стал все больше и больше беспокоиться о его безопасности. Сегодня Amnesty International опубликовала информацию об Абдувели. Незаконная экстрадиция в материковый Китай без надлежащей правовой процедуры, пропавший без вести после прибытия в Гонконг из Южной Кореи в начале этого месяца, говорится в тексте. Власти Гонконга должны сделать заявление о местонахождении и судьбе уйгурского студента, которому грозят тюрьма и пытки. Делегация Всемирного уйгурского конгресса в составе 5 человек начала свою двухнедельную поездку в страны Латинской Америки с 25 мая. Президент организации Далкун Иса заявил, что основная цель визита в Латинскую Америку – привлечь внимание правительств, неправительственных организаций, средств массовой информации и общественности к геноциду в отношении уйгуров со стороны Китая в Восточном Туркестане. Возобновлены первые прямые рейсы между Афганистаном и Восточным Туркестаном. Еженедельный рейс авиакомпании «Ариана Афганистан» из Кабула в Урумчи, который был приостановлен в начале 2020 года из-за китайского вируса COVID-19, по состоянию на 24 мая вернулся в нормальное русло. Заместитель министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Гулам Джилани Вафа объявил о возобновлении полетов в аэропорту Кабула. Западные спецслужбы Microsoft заявили, что группа китайских хакеров шпионит за широким спектром критически важных инфраструктурных организаций США, от телекоммуникаций до транспортных узлов. Шпионская группа, предположительно управляемая китайским правительством, взломала важные системы в нескольких местах Соединенных Штатов, включая остров Гуам. Microsoft обнаружила загадочный компьютерный код, который появляется в различных телекоммуникационных системах. Торговый представитель США Кэтрин Tai встретилась с министром торговли Китая Ван Винтао в рамках встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В ходе встречи были выражены опасения по поводу мер, принятых против американских компаний, работающих в Китае, и Кэтрин Tai подчеркнула важность сохранения открытых линий связи между двумя странами. Китайские военные специалисты потопили авианосец ВМС США Джеральд Форд ракетным ударом в военном симуляторе, где исследовалось действие гиперзвукового оружия. По сообщению газеты South China Morning Post, моделирование войны, результаты которого были опубликованы в журнале «Технологии испытаний и измерений», основывалось на сценарии, согласно которому авианосец США приближался к острову в Южно-Китайском море, несмотря на предупреждение Китая.